Фермер из села Сарыташ Алайского района Токтомурат Кайхыев всю жизнь занимается разведением крупного рогатого скота. Со временем заметил, что каждый последующий приплод мельче предыдущего. После консультации с ветеринарами и с семьей он нашел способ, как улучшить поголовье. В качестве эксперимента решил попробовать искусственное осеменение. Для сравнения, Токтомурат показал одновременно родившихся телят. Тот, что крупнее, результат использования качественного генетического материала. Мы в прошлом году искусственно осеменили корову. Вот теленок, ему сейчас 3,5 месяца. Между ними разница всего 3 дня. В этом году мы еще 2 коровы искусственно осеменили, и соседи наши тоже. Эти телята и к нашему холодному климату лучше подходят. Эта корова готова к оплодотворению, поэтому она не убегает, не вырывается. Сейчас заодно проверим, есть ли заболевание. Еще не все фермеры поняли, что искусственное осеменение приносит прямую экономическую выгоду. Специалисты проекта Buy Alai проанализировали все расходы и доходы и провели сравнение между искусственным и естественным осеменением. И выяснилось, что на первом этапе на искусственное нужно чуть больше вкладываться. Но в итоге теленок-искусственник принесет хозяину в 2 раза больше дохода. Выгода искусственного осемененного приплода по сравнению с естественным осеменением путем скрещивания с местными бычками в цене, например, 6-месячный теленок, полученный методом искусственного осеменения, на рынке стоит примерно 50-60 тысяч сомов. А такой же выведенный традиционно естественным путем стоит в 2 раза дешевле. Выходит где-то 20-30 тысяч, то есть разница в цене доходит до 50%. Плюсы искусственного осеменения коров. Фермеру не обязательно покупать быка-производителя в свое хозяйство. Животное может находиться в другом селе или даже в другой стране. Семенной материал, используемый при искусственном осеменении, проверен и эпидемически безопасен. У фермера появляется возможность проведения планового оплодотворения. Можно добиться того, что всех самок можно будет оплодотворять одновременно. Метод искусственного осеменения исключает близкородственное скрещивание, которое снижает продуктивность и ведет к экономическим потерям. Искусственное осеменение – основное средство профилактики и оздоровления стада от болезней, передающихся при естественном спаривании животных. Содержать быка в стаде не только дорого, но и физически тяжело. С ними не каждый мужчина может справиться, что уж о женщинах-фермерах говорить. У нас много женщин-фермеров. Вот им искусственное осеменение тоже приносит большую пользу и выгоду, потому что сложно за быком смотреть без мужчины, к тому же это экономит время. Мне, конечно, понравилось искусственное осеменение, потому что нам, женщинам, за быками тяжело смотреть. Мы уже 2 года искусственно своих коров осеменяем. На сегодняшний день у нас 12 таких телят. В Алайском и Чоңалайском районах в рамках программы Buy Alai для улучшения породности скота обучены 15 техников-осеменаторов. Они сами приезжают к фермеру и буквально под микроскопом показывают активность и жизнеспособность биологического материала. Мы привозим много семени из-за границы. Из Америки, России, Швейцарии. У них есть отличные собственно выведенные породы, и оттуда мы берем качественный материал. Специально обученные осеменаторы дают гарантии не только по качеству генетического материала, но и по стельности. 90% осеменяемых коров становятся стельными с первого раза. Оставшиеся 10% не оплодотворяются из-за различных заболеваний. В этом случае 2-й раз мы осеменяем бесплатно. В
В Алайском и Чонгалайском районе количество фермеров, использовавших искусственный метод оплодотворения для улучшения породности, растет год от года. В 2018 году приплод составил около 70 голов, в 2019 – 141. За 6 месяцев этого года, 2020, методом искусственного осеменения были осеменены 150 коров. Ожидается, что до конца этого года эта цифра вырастет до 300 голов. Это значит, что фермеры Алай и Чонгалая, которые хотят повысить продуктивность стада, поняли выгоду искусственного осеменения крупного рогатого скота. Порода Абердин-Ангус легко адаптировалась в высокогорных условиях Чонгалая. Мясо этой породы называют мраморным. А всем известно, что мраморное – это мясо самого высокого качества.